мои дорогие, всего 7 часов перелета, и мы на месте. Те, кто живут в Таиланде достаточно долго, утверждают, что общего у наших народов гораздо больше, чем различий. Хотя с первого взгляда в это поверить весьма сложно. Я предлагаю не верить на слово, а проверить самим на деле. Программа «Налегке» раскрывает 4 причины влюбиться в Таиланд. Готовы? Здорово, когда оператор мобильной связи заботится о своих абонентах. Вот и СМС с инструкцией от Билайн. Так, для того, чтобы быть на связи в 60 странах мира, необходимо подключить услугу «Легкий роуминг Билайн». Выполнить нехитрую команду «Звездочка 120, звездочка 125, решетка». Минута разговора, СМС или мегабайт интернета – все по 25 тенге. Ну все, я на связи. Проблем с транспортом из аэропорта нет. Вы можете отправиться в пункт назначения на экспрессе, на автобусе, на такси или на тук-туке. Как видите, выбор большой. Нас же встречает комфортабельный трансфер от компании Discovery. На этом минивэне мы начнем наше большое путешествие. Ну вот мы и прибыли на место. Встречает нас отель Центара Гранд Мираж. Причин чувствовать себя здесь комфортно сразу несколько. Во-первых, стиль. Здесь все выполнено в духе затерянного мира. Во-вторых, в отеле есть русскоговорящие сотрудники. Ну а в-третьих, они давно зарекомендовали себя как надежная и комфортная сеть отелей даже для тех, кто приезжает с маленькими детьми. Тут для семейного отдыха продумано все. От аквапарков до пригостиничных детских лагерей, куда можно отдать свое чадо на весь день и даже не волноваться. Оставив вещи в номере, мы уже спешим отправиться по красотам Таиланда. Итак, первое место на нашем пути – это Храм Истины. Боже мой, посмотрите, какая красота! Это Храм Истины, и он вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое строение, построенное без единого гвоздя. Высота его составляет 105 метров. И хотя официальное открытие состоится лишь в 2025 году, туристов и всех желающих пускают сюда на протяжении всего этапа строительства. Кстати, строительство не останавливается здесь ни на минуту. Тайские строители считают, что если работы остановить, в мире что-то пойдет не так. Кстати, давайте посмотрим на это чудо поближе. Поскольку мы идем на строящийся объект без защиты, туда идти было бы глупо. Строительство Храма Истины началось в 1981 году. Эта гигантская деревянная конструкция расположена в северной части таиландской Паттайи. Заметьте, правильное произношение города – Паттайя, так как в тайском языке, как правило, ударение ставится на последний слог. Продолжаем. Храм был возведен на самом высоком месте, чтобы противостоять палящим лучам солнца и силе морского ветра. Каждый квадратный сантиметр этого поистине удивительного произведения искусства покрыт резными скульптурами из дерева и орнаментами на мифологические и религиозные сюжеты. Ни одно из изображений не находится здесь просто так. Все, что можно увидеть внутри и снаружи, это истории о прошлых поколениях, принципах жизненного цикла, взаимоотношениях со Вселенной. Как можно заметить, прогуливаясь по залам, здесь не представлена ни одна религия. Это всего лишь попытка соединить национальные и религиозные традиции соседних стран. В Таиланде очень распространена резьба по дереву. Но сейчас самая основная проблема – это просто-напросто нехватка деревьев, из которых можно сделать вот такое полноценное полотно. Их вырубили. Гвозди в строительстве все-таки используются, как бы нас ни убеждали в обратном. При помощи этих самых гвоздей работники сшивают между собой деревянные фрески. На прихрамовой территории все куда прозаичнее. Никакой вам философии и нирваны, сплошные развлечения. Покататься на слонах,
отправиться по реке на моторной лодке или посидеть в кафе и посмотреть на национальные танцы. А что, на вырученные из туристов деньги, собственно, и строится этот шедевр искусства. Холм Большого Будды, или, как его называют туристы, Будда-Хилл, это обязательное к посещению место. Концентрация буддийской философии, скажем, прямо здесь зашкаливает. Прежде чем подняться к самой статуе, по пути можно загадать множество нематериальных желаний. Для начала получите благословение в храме у подножья. Настоящий буддийский монах проведет ритуал и повяжет на вашу руку плетеный браслет с вшитой в нее молитвой. Ваше право оставить пожертвование. Для этого послушники храма вам выдадут белый конверт. Сумма символическая. В качестве пожертвований достаточно и 20 бат. Перед роскошной лестницей, ведущей к главной статуе холма, находятся колокола. Они здесь тоже не для красоты. Эти колокола тренируют концентрацию человека. Самое важное – загадать желание и, пройдя, ударяя в каждый из 77 колоколов, помни о нем. Если вы сумели это сделать, значит, оно обязательно сбудется. Монахи говорят, что это умение тренируется не год, не два, а целую жизнь. Я тоже хочу попробовать загадать желание. Вот такая палочка для этого нужна. Желание. Желание я загадала. А что я хотела-то? Статуя Будды является главным символом буддизма. В Таиланде насчитывается свыше 20 тысяч храмов, и в каждом из них находится свой Будда. Согласно древним предписаниям, строительство храма дает человеку большую заслугу перед Богом. Поэтому в Таиланде и возведено такое количество храмов. Все образы Будды, и большие, и маленькие, целостные, либо части от них, все это является священным предметом. И еще одной из многочисленных возможностей отправить свое сокровенное желание вверх – это вот такие вот маленькие птички. Они же очищают карму человека. Ведь, выпуская птиц на волю, вы делаете самое, что ни на есть, доброе дело. Как хорошо, что я сюда попала. Здесь везде исполняют желания. Отличие следующего в том, что оно должно быть нематериальным. Сейчас я подойду к статуе Большого Будды и загадаю желание. Открою клетку и выпущу птичек в небо. Они подхватят мое желание и унесут его с собой. Говорят, оно обязательно сбудется. Лестница, ведущая вверх, состоит из 120 ступенек. Считается, что если, дойдя до верха, вы насчитаете точное количество, то вы все в своей жизни делаете правильно. Алло, привет. Как дела? Тоже хорошо. Если у тебя есть какое-то желание, можешь говорить его мне. Я постараюсь сделать, чтобы оно сбылось. Я просто сейчас нахожусь в Таиланде, возле статуи Большого Будды, и у меня в руках клетка с птичками. Сейчас я отпущу их в небо, и загаданные желания должны сбыться. Так что думай. Думаю, ничего страшного. У меня легкий роуминг Билайн, 25 тенге за минуту. Поэтому у тебя есть время подумать. Ага, да ты чего? Классно. Подожди, теперь я загадаю. Все, я тоже готова. Ну все, тогда 2 птиц отпускаю с твоим желанием, а 2 со своим. Давай, до связи. Самая высокая точка в Паттайе, откуда открывается чудесный вид на город и днем, и ночью, это смотровая площадка в районе Пратамнак. Кстати, совсем рядом с холмом Большого Будды. Эта гора примечательна не только роскошным панорамным видом, но и тем, что здесь расположились тайская радиостанция, музей морского флота и памятник отцу тайского военного флота адмиралу Абхакну Кьятивнгу.
местные жители очень почитают адмирала, поскольку именно по его указанию была создана Сиамская академия мореходства и построена военно-морская база в Саттахипе, недалеко от Паттайи. Адмирал Кром Луанг Джумборн, он же принц Джумборн, был известен не только своим вкладом в развитие Королевского тайского флота. Он также был талантлив в фитолечении, и также ему приписывали некие эзотерические способности. Возможно, именно поэтому имя принца внесено в список 108 божеств на небесах. Отсюда и тайский ритуал возложения цветов к памятнику. Местные жители приезжают сюда со всего Таиланда, чтобы просить, как это положено, благополучия и выздоровления. А чтобы их услышали как можно выше, они привлекают внимание божеств с помощью громких звуков. Я поднялась на смотровую площадку для того, чтобы понять, где же я еще не была. Давайте посмотрим. По-моему, оттуда я приехала. Сейчас проверим. Да, точно. Я приехала оттуда. Ага. Здесь была. Здесь тоже была. Ага. А вот тут не была. Значит, нам сюда. Еще один храм Будды, который стоит посетить в Таиланде, это храм Золотого Будды. Интересен он своей архитектурой и сложной структурой украшений. Глядя на все это величие, приходишь в трепет и восхищение. Известность и популярность храму принесла огромная статуя сидящего Будды, выполненная вся из золота, а зрачки глаз из черных тайских сапфиров, белки из чистого жемчуга. Ведь само помещение храма возводилось уже в 20 веке, когда никто не знал о таком религиозном богатстве. Второе обретение этой уникальной статуи похоже на сказочную историю. Более 7 столетий назад при захвате страны бирманцами Золотого Будду для спасения и сохранения покрыли гипсом. Тем самым превратили ее внешне в каменную статую. И в XVIII веке перевезли из предыдущей столицы Сукхотаи в нынешнюю. Но занести в храм не смогли, потому что вес статуи около 5 тонн. Так и стоит Будда под открытым небом. В середине прошлого века при возведении нового храма решили не изготавливать какого-то особого Будду, а взять из заброшенного храма. А вот дальше история разнообразно интерпретируется. То ли при погрузке, то ли при установке, то ли в грозу, но кусок старинной звездки откололся и засверкало золото. Так был разгадан секрет этой 3-метровой статуи. Тропический парк Нонгнуч огромный по размерам, более 210 гектар. Садово-парковый комплекс с оранжереями орхидей, кактусов, бонсая, мини-зоопарком, шоу слонов и многим другим. Коллекция растений и разнообразие ландшафтного дизайна парка просто восхищают. А впрочем, смотрите своими глазами. Все эти горшки с точностью передают мои эмоции, которые я переживаю от пребывания в этом дивном ботаническом саду. Ну, радостно это понятно. Вы спросите меня, что же такого грустного? Да только то, что всю эту красоту я не смогу забрать с собой домой. В 1954 году мистер Писит и миссис Нонгнуч Тансача приобрели около 600 акров земли в провинции Чонбури. Изначально планировалось создать фруктовые и овощные плантации, но позже было решено ориентировать парк на туристов, и были созданы рестораны, бунгало, бассейны, банкетные залы и тому подобное. И уже в 1980 году парк был открыт для всех желающих. А это растение называется испанская борода. А с 2001 года директором парка стал сын миссис Нонгнуч Кампон Тансача. Он тоже внес свою лепту в украшательство парка. Например, вот этот вот музей редких автомобилей. Это все коллекция Кампона.
И если вы видите, что отсутствует хоть один экспонат в зале, значит, он и разъезжает по улицам города. Казалось бы, что можно сделать с таким простым объектом, как керамический горшок? Ну что, мы едем, нет? Где водитель? А где тут ремни безопасности? Находчивая устроительница сада создала удивительные скульптуры из обычных глиняных горшков. На газонах парка Нонгнуч разместились паровозы, скульптуры слонов и причудливые арки. Правда, все горшки выжжены вручную. В 2010 году на выставке флористов Великобритании в городе Челси сад Нонгнуч победил в номинации «Тропическое растение». Тропический парк состоит из серии демонстрационных садиков. Здесь можно увидеть одну из самых больших в мире коллекций пальм. Их насчитывается около 2000 видов. Еще одной гордостью сада Нонгнуч является парк орхидей. Здесь собрано множество редких видов этих удивительных цветов. Есть отдельная оранжерея кактусов, расположенная под открытым небом. Там собраны кактусы различных причудливых форм и размеров со всего мира. Некоторые из них просто огромны. После поездки основателя парка мадам Нонгнуч в Европу в садово-парковом комплексе появилась копия французского Версальского парка. Каскады фонтанов с милыми скульптурами, аккуратно выстриженные шапки кустов, кованые скамейки, как будто вы очутились во Франции. Также есть английский сад, поражающий сложной геометрией лабиринтов из всевозможных разноцветных растений и кустарников. Есть и свой тайский Стоунхендж, точная копия английского оригинала. Территория сада прекрасно спланирована и продумана. Ее пересекают пешеходные дорожки, позволяющие увидеть все уголки сада. По парку расставлено множество скамеек. Есть места для отдыха, в том числе вдоль водоемов и фонтанов, что позволяет освежиться в жару. Передвигаться по столь огромной территории тоже не доставит труда. Вы всегда можете воспользоваться услугами электромобиля, ну или прокатиться на слоне. После прогулки по Нонгнуч обязательно посетите театрализованное танцевальное шоу. 30-минутное представление расскажет вам о самых ярких битвах в истории Старого Сиама, ныне Таиланда. А после шоу зрители приглашают на представление слонов. Вообще слоны в Таиланде в большом почете. На воле громоздкие животные живут не более 60 лет, а в неволе все 80. Хотя на первый взгляд может показаться, что это чистой воды эксплуатация. Но не спешите с выводами. Слоны считаются самыми умными среди млекопитающих и запросто запоминают до 300 команд. Тем более, когда непрекращающиеся потоки туристов несут им излюбленное лакомство – бананы. Я думаю, каждая девушка мечтает иметь красивую и длинную шею. Если у вас есть такое желание, добро пожаловать в деревню племени Каренов. И у вас всегда будет длинная, грациозная и такая же золотая шея. Паттайская деревня Карена – место привлекательное для туристов. Едут сюда, чтобы посмотреть на местных жительниц, каждая из которых немножко женщина-лебедь. Карена – название одного древнего бирманского племени, население которого частично мигрировало в Таиланд. Тайские власти пошли навстречу людям и разрешили сохранить свои традиции, выделив при этом отдельную территорию на севере страны. От коренных каренов в Таиланде сегодня осталось всего несколько человек. Но поняв, что удивительная традиция женщин племени носить кольца на шее привлекает туристов, люди стали воссоздавать деревни искусственно. Ну что, вот и я тоже решила попробовать себя в роли жительницы племени Каренов. А первое ощущение довольно тяжело. Вот. Не скажу, что мне давит. В принципе, комфортно. Ну, не знаю, комфортно сейчас, по прошествии 1 минуты, будет ли так же после хотя бы проведенных 2 часов, я, конечно, ручаться не могу. Вход в деревню платный. 250 бат с человека. Фотографировать можно свободно, но в качестве благодарности купить маленький сувенир ручной работы.
Кстати, цены на подобные вещи здесь символические. Но несмотря на то, что это украшение со стороны, конечно, блестит и сияет, и все переливается, драгоценных металлов здесь нет, это медь. Но все-таки вспоминается пословица о том, что красота требует жертв. Для того, чтобы носить такое тяжелое украшение, конечно, приходится претерпеть некоторый дискомфорт, так скажем, на шее. Но выглядит вполне очень красиво. Откуда пошла традиция удлинять девушкам шею, сейчас, наверное, уже никто точно не знает. Но, к счастью, у нас подключен легкий роуминг Билайн, и мы без проблем можем поискать информацию о корнях этой удивительной традиции. Одно из предположений – делали это из-за того, что в деревню по ночам часто проникали тигры. И чтобы спящей девушке тигр не перекусил горло, их стали защищать металлическими обручами. Но тут же возникает вопрос – почему тигры не нападали на мальчиков? Другая версия утверждает, что такие браслеты защищали девушек от злых духов. И чем больше колец на шее, тем лучше. Если вы не планируете ехать в Маньяму, где еще остались настоящие карена, сходите посмотреть на уникальных женщин в Паттайе здесь. Вот уж где правда мужчина голова, а женщина шея. Я обошла всю деревню каренов, и они произвели на меня самое приятное впечатление. Во-первых, они очень улыбчивые, очень добрые, это видно по глазам. Ну и, конечно, все, что вы видите, сделано своими руками. И платки, и статуэтки, и различные украшения. Я вот тоже не удержалась и прикупила домой гостинцев. Но самым главным для меня стало понимание того, что эта деревня в современном мире не утратила свою самобытность. Я вот тоже открыла здесь свой бизнес. Подходим, покупаем, не стесняемся, кошелечки подходим, берем. Смотрите в следующей программе налегке. Знаменитая улица Уокинг-стрит. Что посмотреть, чего опасаться и как не потеряться в толпе туристов. Рептилии, от гремучих змей до огромных крокодилов. Самые леденящие кровь шоу в мире. Санук и Сабай. Два состояния тайских жителей. Как их добиться? Самое известное в мире шоу «Альказар». Как отличить мужчину от женщины в Таиланде?